Сейчас я бы хотела пригласить сюда для приветственного слова нашего гостя из Кыргызстана, Таланталы Бакчиев, почетный профессор Иссык-Кульского университета имени Канастанова. Является одним из видных моносоведов, исследователей трилогии эпоса «Манас» и сказительского искусства. Президент Международной ассоциации моносологов, да. Доктор филологических наук, доцент, заслуженный деятель культуры Кыргызской республики. Уважаемые друзья, вообще об эпосе можно говорить ночами. Сегодня мы будем говорить сам эпос. В первую очередь я хочу поблагодарить хакасский народ, поблагодарить Светлану Анатольевну. Я сегодня услышал очень много вас из уст Вячеслава. Очень много, оказывается, действительно сделать для хакасского народа, для Хакасии, может быть, даже больше, чем любой другой хакас. И то, что сегодня вы проводите ночь героического эпоса, это действительно героизм. Я в 2014 году впервые вел проект «Семисуточное сказывание эпоса «Манас» в Кыргызстане». Оно финансировалось со стороны доноров, наших, местных. Люди, которые просто любили Манас, любят сказителей. Со стороны Министерства культуры ни копейки не было выделено. Сам этот первый проект, первый форум, он прошел за 500 000 нашими сомами. Ну, сом — это наша валюта, имеет небольшую разницу с рублем, на 1 рубль, по-моему, меньше. Вот. И этот проект был все-таки осуществлен. Оно было бесперерывным сказыванием. И в первый раз мы сказывали 7 сказителей. 7 суток, днем и ночью. У того места, где впервые наш величайший сказитель 20 века Саакбай Каралаев получил озарение, получил сказительский дар. Это было в Иссык-Кульской области. До сегодняшнего дня ежегодно этот проект осуществляется. Порою Министерство культуры нам помогает морально, но все это проходит при поддержке общественности. Я благодарю и Вячеслава, что он, несмотря ни на что, все-таки я нисколько не хочу ущемлять права других, возможности других сказителей хакасского народа. Я Вячеслава давно уже знаю, но действительно он сказитель-герой. Сказитель должен быть героем. Тогда он не сказитель, если он не имеет вот этого героического духа. Он должен быть сам богатырем, чтобы говорить о богатырях. Он не должен страшиться, он не должен стесняться, он не должен чего-то бояться. Властимущих, денег, каких-то законов. Для сказителя закон — это есть само сказание. Поймите, что сказание, эпос — это есть код того или иного народа. Это национальный код, я бы сказал еще национальный кодекс. Кодекс этого народа. Как нужно жить, каким должен быть. И как сохранить свой народ. Нас тоже немного. Нас 4 миллиона кыргызов. В общей численности 6 миллионов нас насчитывается в республике. Но из них 4 миллиона кыргызов. Не считая тех кыргызов, которые проживают за пределами Кыргызстана. Мы тоже боремся за то, чтобы сохранить себя, сохранить свой язык, свою культуру и традицию. Мы капля в море.
Я порой даже шучу, если все китайцы соберутся и просто заплюют Кыргызстан, мы утонем. Мы утонем. Поэтому эпос нужно спасать, сохранять, поддерживать и давать ему все возможные и невозможные поддержки, чтобы ее сохранить. Я сам сказитель. Я этот дар получил в детстве, в 12 лет. Я не знал, что я буду сказителем. Я был активным пионером, комсомольцем. Вот. И так уж получилось, судьба распорядила, что я стал сказителем. Идти назад, пройти мимо, ослушаться, это было невозможно. Я не знал, что среди моих предков были сказители, шаманы. И тот же Саякбай Харалаев является одним из наших прадедов. И когда этот дар пришел, я был русскоязычным, учился и вырос в русскоязычной среде. Вот, и просто нужно было сказывать. Я болел, страдал. Возможно, и зрение вот это мое является вот результатом этого. Поэтому я думаю, хакасский народ, алтайский народ, все народы Сибири, Саян Алтая прекрасно понимают, что значит сказительство. Но мы это должны не так вот пустыми словами или там при публике где-то говорить, возвышать их, а это нужно делать от души и действительно поддерживать сказительское искусство. Сейчас уже пошла мода исполнения эпоса, но это не сказительство. Это не сказительство. Это исполнение того или иного варианта сказания, который уже создан, который уже кто-то исполнил, дал народу. А нужно создавать свой вариант. А он не сможет создавать свой вариант, если он будет сидеть и писать свой вариант, создавать, тогда он будет обычным поэтом профессиональным или писателем. А ему этот дар должен прийти. Конечно, предков не заставишь. И по желанию, по хотению, по стремлению сказителем стать тоже невозможно. Это то, что дается свыше. Это то, что приходит свыше. А для этого мы должны помнить о своих предках, потому что благодаря предкам мы есть. И вот это почитание предков, оно у нас еще есть и сохранилось. По сравнению с другими народами, прежде всего народов Европы. Мы это тоже должны сохранить. Уважаемые гости, участники, я благодарю всех вас. Я благодарен земле хакасской, кыргызской. Возможно, и мои предки где-то когда-то здесь были. Возможно, и мои предки, здесь кто-то из них лежит под землей этой вот хакасской земли. Меня тянуло, я стремился, хотя я до этого несколько раз уже был в Хакасии, но в этот раз меня тянуло особенно. И уже многие знают, организаторы знают, что происходило. Вот. На 4 суток я задержался. То есть я этим не управлял, это зависело не от меня, но вот так вот случилось. Меня тянуло, чтобы я как-то, до этого я об этом и не думал, а в этот раз я решил поклониться своим предкам здешним, потому что я являюсь отпрыском кыргызов тиньшанских, среднеазиатских. Я являюсь частицей тиньшанских кыргызов. Я должен поблагодарить саян-алтайских, хакасских моих предков, которые здесь лежат, чтобы они нам помогли. Потому что наша страна, мой народ, сейчас переживает трудные времена и в политическом, и в экономическом, и в остальных отношениях. Я как гражданин своей страны, как сын своего народа, как сказитель, пусть даже как и исследователь, должен поклониться
Вот я зачем пришел. И приехал именно вот в этот момент, и вот в этот случай, когда сегодня здесь будут исполнять наши эпосы. Наши эпосы, и я тоже буду исполнять. Я хочу исполнить. Я хочу исполнить при всем своим желаниям. Я хочу, чтобы мои потом предки тоже услышали. Благодарю вас. Мне остается только добавить, что у нас сегодня 10 участников из Хакасии, и они молодые. И это очень радостный такой момент, очень приятный момент, что молодые знают эпос, начинают понимать эпос, начинают развивать эпос, если хотите. У нас гость из Республики Тыва. Сегодня мы всех их услышим. Надеюсь, будет очень все, простите, хорошо. А сейчас позвольте, я представлю наше многоуважаемое жюри. Наш гость из братской соседней республики, дорогой и любимой нашей республики, Горный Алтай, заслуженный артист Республики Алтай, заслуженный артист Российской Федерации, исполнитель традиционного алтайского горлового пения Болот Байраков. Говорил очень красиво, очень прекрасные слова Таланталы Бакчеев. Так, следующий член нашего многоуважаемого жюри – музыкант, сотрудник Центра развития тувинского традиционного искусства и ремесел, продюсер тувинской музыкальной группы «Алаш» Шон Куирк, США. Всем тоже нам известный наш мастер горлового пения, артист Хакасской республиканской филармонии имени Владимира Герасимовича Чаптыкова, виртуоз, владеет многими хакасскими инструментами, заслуженный артист Республики Хакасия и Российской Федерации Евгений Улыбашев. Наш великий мастер, мы тоже все его прекрасно знаем. Он один из основателей возрождения хакасских народных инструментов, преподаватель Института искусств Хакасского государственного университета имени Николая Федоровича Катанова, всенародно признанный мастер по изготовлению традиционного музыкального инструмента хакасов четхана, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, народный мастер чонузы Республики Хакасия Сергей Черков. И, наконец, председатель нашего жюри, один из главных идейных вдохновителей молодого поколения хакасов, ставящий основной целью своей деятельности восстановление и сохранение золотого фонда хакасской национальной культуры. Многоплановый, разнообразный талант, скульптор, музыкант, виртуоз горлового пения, художественный руководитель ансамбля «Ульгер» Хакасской филармонии Вячеслав Кученов, Кучен Альчар Саев. Так, и позвольте, мы приступим к нашему вечеру, к нашей ночи героического эпоса. Открывает программу наш юный студент Салхын Камат Ахасха, пока он готовится. Он студент музыкального колледжа Института искусств имени Катанова, артист Хакасской республиканской филармонии. В его исполнении прозвучит отрывок из эпоса «Алтынарах», варианты Семена Прокопьевича Кадышева, а также «Хайбик Терья».
Sobağa tören altın narıq şonun üçün şobal sürüdür. İnege tören altın narıq ildin üçün enel sürüdür. İne boğduradır altın narıq. Aranjolaq sabdarat xaltanıp duradır altın narıq. Şar boğan aqsın şayxap duradır, şazap putqa sap duradır altın narıq. Şonun üçün şobalıp ölerek günge tüstü biz. Ölerge şörbes aqsabdar oylaza oylatıp duradır. İldin üçün enelip irterek günge tüstü biz. İrterge şörbes aqsabdar oylaza oylatıp duradır altın narıq. Aranjolaq sabdarat çalbaya tüzü panday oylan. Aşırğastık akşazılar aqsabdarattın ahtır sonda köpün xalıp odırıdır. Aranjolaq sabdarat çilbegey xus şili panday oylan. İzergestegin şazılar aqsabdarattın köpün xalıp odırıdır.
Ülük oluqsınarın kümüs at tüzüp odiradır. Biltiritirin oluqsuların köp keze tüstün tüzüp odiradır. Xыстın külük altınarı. Doğırtırlan uluqsınarın kümüs at tüzüp odiradır. Dolgalı